Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и зрители моего канала. Вы все, многие знаете, что я получила приз от самого Сталика. Это не только я сама старалась, это я благодаря вам получила эту книгу Сталика. Книга известного кулинара Сталик Ханкишиева. Вот эта книга. Наконец-то мы дождались. Вы меня очень хорошо поддержали. Я хочу сказать вам всем огромнейшее спасибо за вашу поддержку. Я знаю, что многие так очень переживали, писали в комментариях, вместе со мной переживали вы. Вам очень огромное спасибо. И вам здоровья, успехов в личной жизни. Вот эта книга, хорошая книга. Эту книгу он сам написал. Многие говорили, что я выиграла первый приз. Тестомешалку. Нет. Мы могли бы тестомешалку выиграть. Мы специально с дочкой Розой подумали, зачем нам тестомешалка? Нам книга дороже всего. У меня есть вот хлебопечь, у меня лет 10. Это мне тоже Роза купила. Тут же есть тестомешалка. Я толком и не пользуюсь. Очень редко пользуюсь. Да там и хлеб-то невкусный получается. Там не на хмелю. Я даже попробовала хмель туда положить. Нет. Там за час 20 нельзя со всеми процессами на хмелю хлеб печь. Ну, иногда бывает, когда семья маленькая, я туда быстренько закидаю, что надо, тестом мешать. Для булочек там, для пирожков. Ну, ладно. Но эта книга действительно подарок. Это остается на память. Память мне, память моим детям, память моим внукам, правнукам, всем по наследству пойдет. А железо всегда ломается и выкидываем. Вот. Очень интересная книга. Посмотрите, у меня автограф самого Сталика. Очень интересная книга. Казан. Вы, как все знаете, он нам дал на выбор, какую книгу нам выбирать. Но мы решили вот эту книгу выбирать. Тут все есть, про все есть. Как лук чистить даже. Все есть. Придется мне заново учиться готовить. Очень вкусные блюда. Посуды тут, сервировка тут. Все есть тут. Книга очень тяжелая. Около 3 килограмм, наверное. И переплет хороший. Бумага качественная. Еще хочу благодарить, я не помню свою подписчицу. Благодаря ее мои внуки тоже получают вот такие книжки. Это она в комментариях написала, что я воспитываю своих внуков-сирот. И Сталик решил подарить им вот такие книги. Вот. Непромыкаемые, не пачкаются они. Здесь шашлык. Детям на память от Сталика. Вот. Будем готовить. Еще вторая книга, баранина, и не только, написано мясо. Детям мамы Гули от Сталика. Очень приятно, конечно, такие книжки получать. Это не только подарок, не знаю, как вам сказать, это жизнь. Спасибо Сталику, что он щедро меня поздравил, что
Мой хлеб на хмелю, домашний хлеб на хмелю, высоко оценил. Да, наш хлеб на хмелю славится везде. Очень вкусный хлеб, полезный. Вот мне очень хочется вам показать, как делается закваска на хмелю. Это скоро произойдет, я сделаю и вам все покажу. Сделаю, обязательно покажу. Вот эта книга. Тут тоже написано: милой маме Гуле успехов, счастья и здоровья. Сталик. Спасибо ему. И спасибо вам всем. На днях я получила еще одну посылку от любимого Василька. Распаковку я не снимала и начала сразу пользоваться. А сейчас я вам покажу, что я заказывала. Этот заказ я посвятила своим мальчикам. Обновила постельный набор. Заказала им 2 подушки 70 на 70. Подушка шелк. Вот. Подушка очень мягкая. 70 на 70. Хлопок 60, вискоза 40. Наполнитель шелковое волокно 50. Полиэфирное волокно 50. Качественно прошито все. По 950 рублей одна подушка. Еще к этим подушкам заказала постельный комплект. Постельный комплект Милан. Поплин. 1259 рублей. Вот наволочки. Я их постирала уже, пока не успела гладить. Вот простыня. И вот пододеяльник. Красивый, со звездочками. Именно для мальчиков. Материал поплин. А вот я сюда уже на вторую подушку одела наволочку. Очень красиво смотрится. Также им заказала одеяло. Эвкалипт. $140 на 205, 1437 рублей. Очень мягкое одеяло. Легкое. Пошив хороший. Прошито все. Пусть пользуются мои мальчики на здоровье. Посмотрим, как будет на деле. Если что, я вам расскажу. Также заказала старшему внуку футболки. 2 футболки. Заказала на 12 лет. Хлопок. Но оказались чуть побольше. Значит, мне надо будет заказывать в следующий раз на 11 лет. Вот, тест-драйв стоит 141 рубль. А вторая футболка стоит 162 рубля. Хлопок. Рисунки красивые. Пусть великовато, в следующий год оденет. Также заказала своим мальчикам шорты из одной серии. Цвет хаки, цвет графитовый и цвет сапфировый. Стоимость 495 рублей. Вот хаки из хлопка. Фирма Бонита, шили в Узбекистане. Накладной карман сзади и сбоку карман. Цвет графитовый и цвет сапфировый. Мне очень понравились. Сейчас они на велике катаются. Им очень много одежды надо летом.
рвут, пачкают. Поэтому я сразу заказала по 3. Пусть носит на здоровье. Заказала еще внукам брюки вот такие из хлопка. Тоже фирма Бонита. К великому сожалению, только одному попалось. Уже все разобрали. Цвет хаки мне очень нравится. У меня тут написано на 11 лет, а брюки подошли на 12. Но у меня не очень крупные они мальчики. Они у меня мелкие, может поэтому я думала, что малому только подойдет, младшему внуку, а брюки подошли старшему. Очень красивый пошив, сзади обманка, а здесь карманы. Брюки классные. А здесь еще есть, знаете что, если великовато, можно вот здесь регулировать. Вот. Очень удобно сделали. Поглажу и покажу завтра. Еще заказала этому комплекту 2 наволочки. Ну и, конечно, и про себя не забыла я. Мне в прошлый раз очень понравились постельные наборы сатин. А в этот раз я решила себе заказывать поплин. Хочу посмотреть, как у них поплин. И к этому набору я еще заказала 2 наволочки 50 на 70. Потому что в наборе нету таких размеров. Есть только 70 на 70. Цвет у меня однотонный фуксия, а наволочки к нему подобрала розовые. Я сегодня вам не могу показать. Я постирала. У нас дожди, белье никак не сохнет. Я вам завтра постель заправлю и покажу. Постельный набор двухспальный. Цена стоит 2090 рублей. А сейчас я вам покажу, как я готовлю блины на дрожжах. Беру я теплое молоко, 1 литр. Кладу туда неполную ложку, кладу туда соль, 2 яйца, столовой ложки сухих дрожжей, кладу муки, сколько возьмет, жидкость, помешиваем. Не очень жидко, не очень густо. Комочки убираем. Вот до такого состояния, как сметана густая. И ставим в теплое место. И подождем полчаса. А пока тесто поднимается, другие дела будем делать. Начинаем печь блины. Посмотрите, как пузырьки играют. Видите? Вот. Лопают сами. Вот сейчас вот здесь лопнет. Вот. Они у меня не тоненькие получаются. Я всегда делаю толстеньких, а пресных тоненькие делаю. Хорошенько выпекаем. Вот они какими получаются. Вот и все, ничего сложного. Поставишь опару, полчасика что-нибудь, какие-нибудь дела поделаешь. Я несколько штук смазываю. Ну, короче, половину смазываю, половину оставляю. Кто хочет с маслом покушает. Тут у меня еще вагбалиш печется.
Это уже у меня на перекус. Когда испечешь, можно, когда стынет, холодильник убрать. Когда дети захотят, раз, взяла, подогрела, дала. Есть что кушать. Когда за дело возьмешься, некогда готовить. Поэтому я сначала все готовлю, делаю домашние дела и выхожу. Чтобы меня не отвлекли. Дети уже большие, сами могут взять, подогреть, покушать, чай пить. Приятного аппетита, мальчики. Спасибо. С каким вареньем ты любишь? Вишневым. А ты с чем любишь? С медом. С медом? Ты мед мне положил, что ли? Положи. А, ты еще побольше положи. Вкусные блины. Да. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Вот блинчики мои, дрожжевые, очень вкусные. Мальчики поели. Сейчас девочки подъедут, они ушли в гости. А дядя, вы тоже с нами чай попейте. И вот балиш готовый. Приятного всем аппетита. Вот так смотрится постельное белье. Цвет мне очень нравится. Сочный такой, яркий такой, однотонный. Простыни широкие. Очень хорошие простыни. Вот до сюда. Широкие. Заправлять можно. И наволочки красивые. Постирала я вчера. Погладила сегодня. С утра заправила постель. Гладится очень хорошо, очень легко. Цвет не линяет. Есть, конечно, один недостаток. Белыми нитками прошито. Можно было бы, наверное, я думаю, под цвет прошить. Пододеяльники то же самое. И на простыне то же самое. Сразу в глаза бросается. Уважаемые производители, обратите, пожалуйста, на это внимание. Наверное, можно было бы под цвет прошивать. Хотя вот темными нитками. Но мне набор очень нравится. На этом все. С вами я прощаюсь. До следующих встреч. Пока-пока.